читает басни. Я Нинова Лилия из Башкирии. Мой дядя по маминой линии служил во время войны и был захвачен в плен и сидел вместе с Мусой Джалилем в одной тюрьме. Но моему дяде, Нигнаю Терегулову, удалось бежать. Но после первого побега его вернули, сильно избили, бросили в подвал, в котором, после чего его не кормили. После избития у него никаких не было сил, голодный, он лежал, сосал руку от голода. И даже не было сил, как он рассказывал. Крысы бегали, уже начинали их есть, не было сил даже этих крыс отогнать. И его, подумавши, что он уже мертвый, бросили в помойную яму. Утром работник столовой вышел с помойным ведром, вылил эти помои и, видимо, попал на голову, на тело дяди. Дядя очнулся, застонал. Работник, посмотрев в яму, увидел его и узнал в нем своего односельчанина Нигная Терегулова. А фамилия этого мужчины, который был работником, его фамилия Утяшев, и он даже приходит такие дальним родственникам даже к нам, как раньше, через Балдос, там, куда и прочее. После этого его, наверное, отходили, накормили, поскольку со столовой были связаны, спрятали, после чего ему удалось бежать. Благодаря партизанам попал в партизанский отряд, потом попал в легион французский, и женщина из французского легиона помогла ему выехать в Россию. Когда он собрался выехать в Россию, ему принесли моабитскую тетрадь Мусы Джалиля. И он в стельке сапога провез всю эту дорогу до России. Зная, что его будут обыскивать, он вышел из этого поезда и добирался уже товарниками, как мог, через границу, тем самым сохранив эту моабитскую его тетрадь. После того, как уже прошел весь этот кордон, проверку, и вот где он прошел проверку, вернувшись на этот поезд, на котором он ехал, он сумел сесть в этот же поезд, и когда уже вот не была проверка, то он был уже весь чист. В это время он оставлял эту тетрадь у своей сестры в Горян-Буде. После того, как он вернулся, забрал эту тетрадь, поехал в Казань, чтобы передать в Казани, наверное, когда он собирался передать, наверное, писателям. И оставил эту тетрадь женщине одной. И когда был в Казани, его арестовали. И он уже не смог ни переговорить со всеми знакомыми, с которыми в Казани должен был встретиться. Его арестовали, послали в ссылку, объявили его врагом народа. Осталась жена и двое детей в Уфе. Были очень у них тяжелые условия, поскольку их сына объявили как сыном врага народа, и даже из-за этого он не смог поступить в институт авиационный, в который он хотел поступить, ему сказали, что детей врагов народа не учат. Но когда началась оттепель, когда стали разбираться уже, то его признали невиновным, сняли его это клеймо врага народа, детям отдали вещи, которые при нем были, деньги, часы на память. Уже отношение другое стало к его семье, когда уже обеспечили квартиры, а до этого учили в подвале. Спасибо.